Люди, пляскайте уладки, с вами тут аристократки. Мы немножко бледные и крыху уредные. Мы пришли на годный двор, что вящая до сих пор. Нечакано и украдкой быццам новые податки. Жевжечки, аристократичная бледность вельми хутка сустранится с вами у прямым эфира. Лаве. Вітаем вас, шановные. Добрый вечер, это «Годный двор». Это прямой эфир. Елена Зуева-Цеховская, Антон Мартыненко. И мы приветствуем всех зрителей прямой трансляции нашего стрима на Ютубе, на который, я надеюсь, вы уже давно подписались, на который вы подписали всех своих родственников, а даже, может быть, и мало знакомых людей, потому что нам с Леной не принципиально. Мы рады, что вы з намі, нагадваем, што гэта годны двор. Тут мы збіраемся, каб знаёміць вас і Антона з вядомымі людзьмі, з годнымі людзьмі, якія прыходзяць до нас у наш двор. Да, мы очень, во-первых, хотим поздравить всех с прошедшим и Новым годом, и с Рождеством, и надеемся, что и у вас, и у нас все мечты или вся мечта, все исполнится. Мы хотим, как обычно, обратиться к нашим любимым зрителям, которые поддерживают нас в разных дворах Минска, Гродно, Гомеля, вообще Беларуси. Кидайте ссылку на прямую трансляцию в свои чаты. И, пожалуйста, не забывайте нам давать обратную связь. Напишите как минимум, из какого вы двора, а мы с удовольствием вам передадим привет. Скажи, калі ласка, Антон, по-беларуску, цісніце падабаечку. Тисните нам подобаечку, калі ласка. Нет, на самом деле, мы долго скрывали этот факт, но пришло время его раскрыть. Я владею белорусским языком в совершенстве, гораздо лучше, чем Лена. Но Лена так комплексует, когда я говорю по-белорусски, что она просто долгое время стояла на коленях и умоляла меня вести программу на русском языке. И я наступил на горло, сейчас по-белорусски, на свою годность. Я сейчас по-белорусски скажу, своей песни. Ну и поэтому вот всем русскоязычным, кто нас смотрит, большой привет. Всем белорусскоязычным, кто нас смотрит, большой привет. И вообще всем большой привет. Так, всем великое привитание. Пишите, з якого вы двора, досылайте спасылку на наш прямой эфир у вашей чатики дворовые. Будем вельми рады. Да, как всегда, у нас всегда получается каждый выпуск праздничным, потому что каждый выпуск у нас может быть последним. Мы можем в любой момент уйти на пике. Но сегодня действительно большой праздник. Мы вас с ним поздравляем. И в честь этого у нас сегодня невероятные гости. Собственно, часть из них вы видели в самом начале нашей программы. Но это еще не все гости. Ну а пока к новостям. Да. На этой неделе было много разных новостей. И хороших, может, одна какая-нибудь хорошая была, и плохих. Их было чуть побольше. Большущий привет любимым минским дворам. Но вот была новость, которая, честно говоря, нас привела просто в ужас. На этой неделе Инстаграм удалил сразу несколько больших страниц, таких лидеров мнений белорусских. Это, значит, вначале телеканал ОНТ лишился страницы в Инстаграме. Потом певица Алена Ланская лишилась страницы в Инстаграме. И мы, честно говоря, понимаем, к чему все идет. Следующий, третий в этом списке, это будет наш Инстаграм Годного двора. Кстати, подписывайтесь, пока он еще есть и не удален. Либо наши с Леной. Лену ищите, мой Инстаграм. Мартыненко Антон. Ты, кстати, как подписан в Инстаграме? Зуева Елена. Пока Здається, еще. так. Я не знаю, возможно, мы в прямом эфире, возможно, уже наши Инстаграмы поудаляли. Так вот, пока наш Инстаграм еще не закрыли, мы туда сейчас мысленно переносимся, Лен. Пакуль наши інстаграмы не закрылі, мы б хацелі сёння ўсіх павіншаваць са святамі і, як мы анансавалі, разыграць камплект паштовак ад А1 з пажаданнямі ад Уладзіміра Караткевіча. Вось у трэцім выпуску мы гэтыя ўжо паштоўкі адны даслалі, так? А сёння мы разыгрываем яшчэ адзін камплект.
И Огромное задание спасибо. было такое. Да, огромное спасибо всем, кто откликнулся и участвовал в нашем испытании. А іспытанне было такое, трэба было нам даслаць, што цікавага з вами адбылося ў 2020 годзе. Классное задание, согласитесь. Дык вось, увага, на наш погляд, вось пераможца, я зачытаю нават. Итак, сейчас мы Увага, объявляем двух победителей. Так бывает, ребята, да, бывает два победителя. Антон, добра, будзе два. Дзякуй, што ты спаліў гэты сюрпрыз. Так, урэшце будзе два пераможцы. Вось пра першага зараз прачытаю. Я паверыў, што беларусы нарадзіліся ў Беларусі, убачыў, як мы вяртаемся духам на родную зямлю, зразумеў, што аніякае дзікае паляванне не здольнае спыніць неверагодны шлях нашай ладдзі мужнасці. Алесь Замкоўскі, вось гэтыя унікальныя паштоўкі адпраўляюцца да вас, мы звяжемся з вами, напішам вам у дырэкт. Дзякуй вам вялікі. Да, там в этом комментарии было такое количество пасхалок, отсылок к Владимиру Короткевичу, что мы даже с Леной немножко подрались, потому что, выясняли, сколько их, 6 или 7, поэтому да. Вы нам, пожалуйста, напишите, сколько их, потому что, я не могу проспорить. Так. Ну і другі у нас таксама ёсць чалавечак, якому мы з задавальненнем звяжемся з вами і адправім вам гэтыя паштоўкі унікальныя. Зачытваю. Я навучылася гуляць на гітары. Цяпер з бацькам спяваем розныя песні. З бацькам хадзілі на пікеты, хожу ў школу, вучу хімію дому, так як наогул яе не разумею. Яшчэ ў тым годзе я знайшла шмат годных музыкаў і гуртоў. А яшчэ я пачала размаўляць на роднай мове, Антон. Хоць і было шмат пакут, але год быў, напэўна, добры. І калі я якім-то чынам выйграю, то перадаю прывітанне ўсім і дзякуй вам, жыве. Дык вось, Настасія Бондаренко, мы таксама перадаем вам прывітанне, шчыра віншуем са святам. И немножко поругаем за то, что вы не любите химию. Ай-яй-яй. Нам в Беларуси хорошие химики всегда нужны. Наадварот, яна написала, што яна нават дома займаецца. Таму бяры прыклад. Тогда я беру свои Разумееш, слова так? обратно. Тогда поругаем вас за гитару. Віншуем вас. Да, спасибо огромное за то, что участвуете. Спасибо за то, что если ставите лайки или дизлайки, я их все считаю, они все в мой адрес идут. Кстати, огромное спасибо, у нас даже донаты полетели. Нам донатят. Посмотрите, мы в шоколаде. Нас уже зараз 400 чалавек глядзіць. В прямом эфире. Уяўляеш сабе? Так, 400 чалавек мы передаем вам привитание. А я хотел сказать, что мы на донаты купили фирменные кружки. Вот, посмотрите, «Годный двор». Да. Теперь все время только из них все пьем. Поэтому огромное спасибо и не останавливайтесь, потому что мы останавливаться не собираемся. Итак, а зараз мы же хотим запросить гостя, так? Не будем же мы весь час с тобой тут. Кто я такой, чтобы спорить с белорусской женщиной? Если белорусская женщина что-то хочет, то да, мы хотим. Я хочу, каб у гэтай студыі з'явіўся мужны чалавек. Я пошел, да? З вялікім задавальненнем мы вітаем сённяшняга нашага першага гостя Павел Аракелян. О, вітаю, я до вас так само з донатами. Ось, конечно, Так. Дякую. Мистер Каламбурный террорист. С донатами он к нам пришел. Паша, как у вас там принято? Вечер в хату. Да. Ось вам донати. До речі, сразу скажу, кубышки ви за їх не набудете, але нічого страшного, бо все одно тут подман, кубышки пустые. Нет, подожди, я тебе отвечаю. Нет, спасибо, не надо уже. У нас все Уже не хочется, да. У нас мало того, что есть фирменные чашки «Годный двор», там один донат пришел на такую сумму, что мы еще и термос «Годный двор» купили. Я одразу пропоновую, може ви без його в своє шоу запустимо «Негодний двор». Негодный. Да. Ты знаешь, Лена так часто сама себе эту фразу говорит, что я уже даже перестал на нее обижаться. Давайте вначале объясним тем двум из 400 зрителей нашей прямой трансляции, которые, может, спали последние полгода и не знают, кто такой Павел Аракелян. Кто такой Павел Аракелян? Ну, гэта один з самых вядомых, бадай, джазовых саксофонистов, так? Нашей страны. Нашей страны, да. Который в последние несколько месяцев... Так. Я надеюсь, это не последние были несколько месяцев, но... Который в последние несколько месяцев давал огромное количество концертов в минских и не только в минских дворах. Или только в минских, кстати. География, как у тебя? Выступления во дворах? Мы выезжали за пределы, да, Минска. Там тоже есть дворы. Где, например, где были, кроме Минска? Например, кстати, вы же все равно передаете привет дворам, поэтому сразу моему любимому, моей любимой Прилукской Слободе. Привет.
Прекрасно. А сам ты, кстати, из какого двора? Сам я из Зеленого Луга. Ты Зеленолужец? Прям, да, Зеленолужец. Ага. Это, как говорят у нас в хате, шутят, зеленоложец. Да. Я так, понял. да, Так, такое, ну что, да. переходим к нашей рубрике «Записки из подполья». Шуточки на тюрем. Ну, если кто не помнит, Паша Аракелян получил сколько суток? Пока на текущий момент всего лишь 15. 15 Но я суток. работаю над тем, чтобы, так сказать, улучшить это. Больше не показатель. попадаться. Скажем так, качественно хочу его улучшить. Слушай, ну вот говорят же, что когда туда попадаешь, там такая вообще невероятная компания людей, там есть, ну вот все практически там, не знаю, и айтишники, там и не айтишники. Были ли еще музыканты? Но мне кажется, нас как раз этапировали по коридорам, по катакомбам Жодинской тюрьмы как раз-таки музыканты. Все очень было ритмично, так бойко, бодро и даже иногда постукивали. Все понятно. Ну, пей чаечек, мы тебе специально Да, да. крепкий заварили, как Да, ты это любишь. все еще тот самый чаечек, да, который, ну, Вот, да. вот твой. Мой любимый. А потому что донатов не так много приходит, и не всем гостям Да, хватает я же чаю. да, в этой кружке есть, а в этих все еще, ну, как бы, больше донатов, угощайтесь. Спасибо Полинская. огромное. Так, дякую. Давай вспомним твою молодость. Ты из Минска парень. То есть Зеленый Луг — это твой родной двор всегда был? Ну, сначала мой родной двор был в городе Эчмиадзин, но как бы потом все изменилось, и лет с 3, да, считай, вот. Зеленолужец. Большой привет Зеленому Лугу. Если вы сейчас нас смотрите, пожалуйста, отпишитесь. Поставьте лайк Паше Аракеляну. Вось люди пишут, что ведают Пашу. Знаем, написали. А если не ведаете, тоже напишите об этом. Вообще, в принципе, пожалуйста, делитесь с нами всеми своими знаниями или отсутствием таковых. Да. Паш, а ты, я человек, который жил рядом с Зеленым Лугом, знаю, что Зеленый Луг Зеленому Лугу рознь. Ты из какой цифры Зеленого Луга? 6 или 4? Ты такими словами не разбрасывайся. Но при этом я плохо ориентируюсь в географии, я с Полтины. С Полтины? Это номер дома. Полтина. Все понятно. Второй корпус. Мы, кстати, часто дрались корпус на корпус. А ты в Зеленом Луге, кстати, у себя на Дрался, родине? да, дрался на Зеленом Луге. Не, не Ну, дрался, что вы понятно. выступал последние несколько месяцев. Да, выступал. С этого все и началась эта Паша, славная история. Так. Што цікавага адбывалася, вось мы, ведаш, звярнулі ўвагу, што цікавая тэма, што адбывалася ў тваім двары, калі ты быў яшчэ, ну, трошачкі меншы. Ты ж быў меншы Ну, некалі, колись правда? был. Ну, все то же самое. Стреляли потиху, да. Так? Бегали, Якая да. любимая гульня была? Гульня? Да. А такая, в сенсе, ну, Дворовая. дитячая. да, Дитячая дитячая. была у медсестру і пацієнта. Кася, конечно, подрог, після стала там учителька і ученик. Ну, а зараз уже надзирательница и надзираемая. Ага. Бо Я у нас... хочу- С часом меняются. Мне нельзя так шутить, а Паше можно, потому что у Паши, да. Бо у нас, наприклад, ось у першым нашым выпуску, так, сёння у нас уже 4-й выпуск. Так? Кстати, всех с этим поздравляем, особенно Павла. Да. У першым выпуску до нас прыходзіла Ганна Бонд, яна вось прыносіла, падрыхтавалася з сабой гумкі, як это правильно сказать, да, і скакала. Гумочки, Да. да. Классно было. Мы Может- сейчас мы сделаем небольшой фитнес камин-аут. Так. Павла, Да, я сразу расскажем. говорю, я гумки, ну, резинки, то есть не люблю, ощущения как бы не те в плане фитнеса. Мы о том, Ну, что ты до сих пор холостяк, поговорим чуть попозже. Я хорошо. имею в виду, что Паша был фитнес-тренером. Правильно? Да. Можно так говорить? Ну, можно сказать, фитнес-тренер, временно прервавший свою фитнес-деятельность, да. Да, я понял. Ну вот сейчас Безвременно. мы сейчас ее восстановим, Паш. Смотри, у нас есть скакалки, а тебе очень многие люди прочат политическую карьеру большую. Да. Возможно, когда-нибудь мы все проснемся, а ты у нас министр, не знаю, спорта. Может быть, да. Давай вот сейчас смоделируем для людей, для школьников, которые нас тоже наверняка смотрят. Большой привет школам. Как будет выглядеть вот типичный урок физкультуры под руководством министра спорта Павла Аракеляна? Вот что это из себя будет представлять? Ну, так вот будет выглядеть примерно. То есть, ну, особо Мощно. отличий никаких не будет. Ты вообще к спорту не очень относишься, я понимаю. Я терпеть не могу, конечно. Как любой нормальный спортсмен, спорт не может терпеть. Это как бы прямо все очень нормально. Благо я спортсмен ненормальный, при этом можно любить пончиками угощаться. Ну, я вже, так, дякую. Подождите, поставь передачу, Так поставь. робить. Я не просто... А які можна? Ніякі нельзя, все, я просто так Ну, просто ладно, ладно. Все нормально, берите. Як сапраўдний фітнес-тренер, він Да. так.
Паш, скажи, пожалуйста, а во дворах вот бывает ли такое, когда ты выступаешь, у тебя же джазовая программа, ты играешь Да на... никакая не джазовая программа. Сколько может быть джазовая? Не было там джазовой программы? Не было джазовой Конечно, программы? нет. Ну ты можешь, я не знаю, тебя просили Джаз там, можно. а можно Макса Коржа сыграть? Малый повзрослел, например. Меня как-то вот до выступления в одном из дворов, по-моему, это было, были где-то район Шабановка. Мне подошел мужчина, такой лет 60-65, ну, может, такой же, как я, просто выглядит в 2 раза старше. Подошел, начал мне жать руку, говорит, для нас такая честь, для меня лично, я вырос на ваших песнях. Я думаю, никаких я песен-то никогда не писал. Он думал, что Шафутинский. Да, сказал, спасибо, Михаил Захарович. И я, ну, как бы, в общем-то... А потом очень удивился, что Михаил Захарович поет песенку из мультфильма «Волк и 7 козлят». Но был очень благодарен, очень-очень спасибо большое. Прикольно. Вось Так, люди пишут, что вельмі не хапае офлайн-концертаў. Вельмі не хапае офлайн-концертаў. Это пытание там? Ну, я не веду. ну просто вось люди Я ж- шкадуюць, што на жаль, канцэрты пакуль што толькі онлайн збольшага, так? Я думаю, што ўсё будзе, не перажывайце. Абавязкова онлайн-канцэрты вернуцца да вас. Зялёны луг у Каліновскага ад Вільнюса прывітанне. самолет. Помните От этот район на Зеленом Луге, где самолет стоял? Вітанкі з Кальцова для Павла. Павел Кольцова. Аракелян таленавіцейшы музыкант і хороший чалавек. Ну, такі, дякую, великий, Вось. дякую. Там у вас Подождите, на будет- Калиновского, во дворах улицы Калиновского стоял самолет? Или это мне в детстве привиделось все, нет? Паша, ты же оттуда родом. Ну, я же... Если бы у меня в моих колодищах стоял самолет, то я бы, наверное, это запомнил. Тот Ну, момент. я, конечно, из Донбасса, но я же не летчик. Все, я понял, Да. хорошо. Як вы наконт таго, каб запрасіць да нас дзяўчынак? Прыгожых дзяўчат. Ну, вообще логичнее было бы от Паши эту фразу услышать, тем более, что я еще раз хочу этот факт подчеркнуть. Логичнее от Паши, але приемнее от Да, Алены. если бы в Беларуси или когда в Беларуси будет сниматься проект «Холостяк», то Паша будет первым героем, потому что Паша самый, ну у него так в Инстаграме написано, зайдите проверьте, самый сексуальный холостяк страны. Ну, я вот как это написал 3 года назад. С тех пор, конечно, количество комментариев, кстати, я видел, тут было написано: Паша, сволочь, когда ты приедешь повидать своего сына. Ну, я надеюсь, это был тогда комментарий только «Зеленого луга». Да. Мы же не просто так по дворам Ты тогда хорошо еще отъездили. за пределы Зеленого Луга не выезжал. Ну что ж, я с удовольствием. Красоты Дзяўчына. ніколі зашмат не Конечно. бывае, таму яшчэ акрамя вось гэтай прыгажосці мы запросім да нас дзяўчат з арыстакратычнай бледнасці. Чакаем вас вельмі, прыходзьце, дзяўчыны. Ребята, Просим. Это самый хайповый проект страны Вау. со времен А чаму гэта я раблю? Вау. Дмитрия Колдуна. Глядзіце. Не знаю, почему я вспомнил. Девушки, Пончик. здравствуйте. Привітання. Прывітанне. Ось вам Можна такі пончик? присмаки, грибочки які Дякую. для доброго настроєння. Дякую, вельмі. Пончик? А, дякую, велике. Конечно, ну ладно. Никто не любит это Сначала ваше сами донаты. отведайте. Вы думаете, я вам траванул пончики? Ні, ми Я, вам в принципе, довіряємо. мог бы. У вас так само, о, ясно. Фитнес ужин. Итак, друзья, у нас в гостях легендарная группа «Аристократичная бледность». Мы сейчас будем знакомиться с девчонками с помощью, посмотрите, моей подсказки на руке. Значит, здесь написано «Оля в красном, Олеся в черном». Не изменилось ли ничего с тех пор? Может, вы поменялись платьями и сейчас поставите меня в дурацкое положение, девушки? Не поставив. То есть Оля в красном, Олеся в черном. Очень приятно. Девушки, здрасте. Узаемно. Привітання, жевжечки. Привітання, дороженькі. Перадавайце прывітанне сваім дварам. Калі ласка. Вы у нас откуда? Я сама з вёскі Германовича Шаркашынскага района Витебской области. Тому я передаю привітанию свой двор, где я была одна, сидела, ўсё дзяцінства играла там на аккордеоне. Мимо проходили люди, которые шли на ферму. И это были первые ценители нашего таланта. Ага. Ну, а я із города Вітебська, ведаеце, там таланты вельмі ценяць, а у двары так вообще. Я рада, что я наконец-то приехала в столицу. Передаю привет еще своим землякам, привітание мама, папа, усім. Все, привітання Мами. усім, мамуля і дід мой. Клас. И моей бабе Тони привет. Ой, і від мене, цілую. Все, мне кажется, что смешнее уже ничего сегодня не будет, поэтому Прощаемся с девочками, это был да. годный двор. Да я шучу. Девчонки, мы очень рады, что вы же сейчас на расхват просто. Вас же все хотят. На захват, конечно, слухайте. Но аристократическая бледность как проект существует уже не первый и даже не второй год. Правильно? Сколько? 2 с чем-то вам лет.
Да, нам 2 с чем-то лет. Но вот популярность такую, ну прям невероятно большую вы ощутили вот только последние пару месяцев. Ты ощутила невероятно большую Невероятно популярность? ощущения были у меня. от Ощущения этого. Ну, невероятные. я просто вот когда, значит, в сторис добавлял видео с вами, только что у меня в Инстаграме, то я только начал писать и сразу вот пошло аристократичная бледность, понимаете? Инстаграм вас настолько вот пропихивает вперед. Так може гэта вы просто кожны вечар нас глядзіце, не? Ну, Саўрыце, быстрее. меня просто жена смотрит, поэтому... Дзяўчынкі, вас тут опознали, адразу у нас такі Опознали. опознали. Не прападзем. Вітаем, ніштячок. О, аристократичная бледность. Бледность, сядьте правильно. Калі ласка, Кстати, вось, напишите, как нам надо што правильно Як сесть. это сядзець 2000 правильно? Бо Правильно? некаторыя Мы ведаем, як сидзець правильно. А вы ведаеце, як сядзець правильно? Так, я думаю, что все ведают это уже. Так. Самолет стаяў на ўсход адзін, вось пишуць. Бледность круто, секси по-беларуску, девочки, любимый привет. Надежда Газизова. Прывітанькі, Надежда. Здравствуйте, Надежда. Девчонки, расскажите нам, Надейтесь. ну мы у всех суперзвезд, которые к нам приходят в гости, спрашиваем, поэтому, собственно, у Паши этот вопрос мы не спросили. С какой вот самой неожиданным проявлением популярности вы столкнулись? Я не знаю, вас узнали в маршрутке, когда вы ехали в вёску Германовичи, Шарковшинского района. Шаркаушинского. Шарковшинского, да. Шаркаушина. Шарковшина. Не, ну, научите. Ты могла написать песню не Шушиншина, а Шарковшина, чтобы люди выучили правильное произношение? Песни пишу не я, а специально обученные люди. Никому не рассказывай, Лена. Так вот, расскажите нам, как вы вот, не знаю, встретили какого-то неожиданного поклонника? Ну вось пошла я у суседзі, да? У Так. магазин такой крама, ведаеце, такая ёсць. Вось пошла я у гэты магаз. У вас там в Витебске даже Закупилась. есть наши соседи, да? Слухайте, ну я ж уже девчонка столичная, уже который год я тут проживаю, ведаеце. Так. ли. Ну, пошла я ў гэтую краму, прыхожу, вось і крэветкі ўзяла, і хлеб, ну і майонез. Вось і пакуль я ўсё гэта... Набор аристократа. Да, набор аристократа, прыемнага апетитика, даражэнькі. Вось, і пакуда я вось набрала гэту ўсю авоську, Так. выхожу, а мужчына, дальнабойшчык стаіць і гаворыць: девушка, можно ли с вами сфотографироваться? А я говорю, конечно. А он говорит, я вас ведаю. Я говорю, ой, А я вас не. так приемно, я вас не. Ну и А все. было бы смешно, если Мне бы вы так само сподобалося, его што ведали. мужчына дальнабойшчык зрабіў вось так. Як ты показала вось А ну так, я таки менавіта был, мужчына. ведаете, Дальнобойщик Зеландии, да. Передаем Да. привет Голландец. дальнобойщику. Ну что, мы уже Лавэ. начинаем потихонечку учиться. У нас такой мастер-класс, как стать настоящим белорусским аристократом. Кстати, вы вот к какой аристократической фамилии относитесь? Это Радзивиллы, Сапеги, может быть, Бонш-Бруевичи. Кто вы? Кто вы? Чьих Да мы и будете? сами не знаем, кто мы. Запутались. Находимся в неопределенной ситуации. А вы знаете, кто вы? Но я и не говорю, что я аристократ. Я вообще калдищанский простой парень, А понимаете? аристократы, яны ніколі не говорят, что яны аристократы. По им В одразу этом же и- бачно. это уже и Не, заключается ну, не, ну я согласен. Я вообще, ну, родом из культурной столицы Беларуси. Колодищам привет, колдищанским чатам. Вот. Давайте научите нас, как быть вот аристократами. Вы уже нам рассказали про набор продуктов питания аристократа. Это Конечно. креветки, майонез и батон. Так, я могу розказаць адразу, што трэба арыстакрату гадаваць у правільных месцах. Вось я, напрыклад, хадзіла ў дзіцячы садок, які знаходіцца ў будынку былога панскага палаца. Так. Ну і То есть вы там играли не кониками, а прям настоящими конями. У вас там войнушка была вот с настоящими ружьями 812 года. Жабону, это все, Да. да? вот Однако это вот. здорово. интересное у вас представление, да? Да, круто, мне Няня. нравится. Так, что было со школой, расскажите, у вас там, возможно, были какие-то... Ну, начнем с того, что у нас даже была школа. Это аристократично. Да, Так, вось. Не кожная вёсочка может таким, ведаете ли. похват. Козырнуть, Ну, козырнуть. у вас в Витебске же была школа? И не одна. Я вообще училась вось у гімназії. Так. Так. І ведаеце, як арыстакраты ў гімназіі у нас пілі? Не Вось, ведаю. можа, гарбату. Вось абычныя людзі як п'юць гарбату? Ну-ка. Бяруць вось так, вось гэтую кружку двумя руками, До да? речі, Карпати трубу. И сёрбают. Да, я сейчас И нальем сёрбают. как раз горбату. Слухайте, Девочки. уже у меня все налито. Уже, Ну, пожалуйста, забирай. У нас рекорд, я хочу сказати. Нас зараз оглядає. Як ти думаєш, колькі глядачів, як думаєте? Ну, 402. Ну, я я думаю, что 500. 500? 700. 700? Ничего себе, 700. ну правильно, 500 Всё. наши и 200, И 200 ваши. ваши. Это 200 Паша. Нет, это 200 из Еревана подключились, я забыл, да, я вспомнил способно. Это Родственники. родственники, да. Ой, родственникам всем привитаньки. У вас, Я кстати, думаю, да.
У вас, девчонки, где родственники живут, расскажите? Где-нибудь за рубежом? Может, где-нибудь в Канаде, может, Вось У нас за рубежом нет При- никаких связей и в родственников. Приднестровье? Никто не живет? у Прыднестроўя не. Але вось у Празе моя вось цётушка любименькая жывець, да, і яна заўсёды глядзіць арыстакратычную бледнасць. І сёння, наверное, яна таксама глядзіць. Дзіцялышка, прывітанькі. Но это очень аристократично иметь корни в Праге. Антон, ты ведаешь, як называется Ездить. гэты инструмент? Какой именно, о каком именно инструменте ты говоришь сейчас, Елена? Ну, вось Удокладни. Вот этот вот мини-гитарка? Да-да. Ну, если это не мини-гитарка, то Нет, тогда нет. это Нет, не не знаю. мини-гитарка. Расскажите, что это? Это Это какой-то, наверное, старинный А. белорусский инструмент. Ку, да? У, Ле. Уку. Уку нет. Укник. Укупник, да. Паша, я от Укулеле. тебя эту шутку ждал про укупника, если честно. Я уже Леле. просто птицка, потому что мы ж поделились. Укулеле. Укулеле. Так, Большасць з гледачоў, я думаю, зараз думаюць, а чаму вось гэтая дзяўчынка сядзіць? Я тебе сейчас подскажу. В красном это Оля. Можешь сказать. А чему Оля сидит? Да. Оля сядзіць. за Чому Оля кулелем. сидит? У большинства глядачів питання інше. Чому Оля до сих пор не сидит? А как это происходило? не Значит, питание. шла Оля по деревне Германщина. Германович, я извиняюсь. извиняйте. Это непростительно. Германовичи. И говорит, я на немецком, я так У них там понимаю, да? такой был Конечно, еще что-то. председатель школы. И был. говорит, я хочу посвятить жизнь игре на укулеле. Как бы отнеслись вот местные жители, если бы, Оль, ты это сказала? Достали б гармонь, так, И барабан, сказали, бубен, играю на трубальник. нормальных инструментах, и поэтому я в детстве играла на ведре и на аккордеоне. Все понятно. Ой. Девчонки, Я на фортепиано. давайте вы нам что-нибудь сыграете. Так, Коли чтобы люди, те пару человек, которые не знают, может быть, группу «Аристократичная бледность», чтобы вы осознали вообще масштаб гостей, с которых мы начали и до которых мы доросли. Пожалуйста. До которых мы еще дойдем, да. Ну что? На рацэ шуміць чарот, на дворе шуміць народ. Мы припевки вам споем про минулый дивный год. Мой миллионок в прошлым годе боязлив був хіл і тош. А теперь фиг догонишь, и он гоняя во всю мощь. О, мой атлет любенький. Дед Мороз летить по небу. Старенький и лысый, но точно знают котики, что скончится год крысы. За ім прийдіть Новий год з новою весною. Кажуть белого быка с червоной полосою. І тогда уже котикам покажется видение. Як улетает Дед Мороз на своих оленях. Дед Мороз стучить у двери, говорит вам тут пакет. Если санкции у пакете, то нас сегодня дома нет. Налетели? Налетели. Налетели черные гуси, всюду хочет сунуть глаз. Раньше жили в Беларуси, а теперь яна у нас. Жевжечки, цените кожную хвилиночку в нашей любимой краине. Браво! Класс, класс, класс. Сколько вообще? Еще больше пасхалок вставили, чем победитель нашего конкурса в Инстаграме, понимаете? Очень здорово, девчонки. Расскажите, кто в вашей группе отвечает за музыкальную составляющую, а кто, собственно, за стихи? Музыкальная составляющая нашей группы состоит из 3 аккордов, поэтому, в общем-то, это несложно. Так. Вось. А Як ве- вы могли здогадаться, это я. Да. Потому что в моих руках укулеле. Ага. Так. Вось. А стихи, ну, сама жизнь пишет нашей рукой. Ну, то есть у вас нет человека, который ответственен за стихи, а У вы нас как-то вдвоем это Только У нас делаете? нет безответственные, ответственных только вообще. безответственные мы. Собственно, по этому поводу у меня следующий вопрос. Не Давай. Да, Лена, не собирается ли Лена что-то спросить? Собирается. Но после меня. Оля Зюзина. Так, так. Олечка, тоже привітання. смієтесь над Германович фаміліями, да? тут. Германович. Германович, Где вы взяли Антон. этих ведущих? Тут. Нас смотрят в Германовичах? Конечно, и у пристоях. Я Дед, Воль. привет. Вось передаюць усім прывітанне, Настасья Вил. Надежда Газева піша, Гаизова піша, обожаю вашу тросянку. Гэта, я думаю, Это уже про в мой кого? адрес, наверное, да. Да. Вообще, ребята, мы в прямом Девки, эфире. Это привитание. уникальная возможность. Напишите нам все, что хотите. И мы все, что хотим, зачитаем. С Елена, удовольствием. пробачте, ось Так. я здогадваюся, што некаторыя людзі там, можа, прыпеўкі прысылаюць, ці не? Э, Прислать? у комментах Так. припевки?
Не, пакуль не бачила. Привет из Гомеля. Больше- Присылайте припевки. Дасылайце ў каментах свои припевки, и мы можем зараз у прямым эфире их проспевать. Так, подождите, Кальяны кто годные. здесь ведущий? Ребята, присылайте свои Действительно, припевки. кто здесь ведущий? у Напишите в комменты. комментариях, кого бы вы хотели бачить тут ведущими. А лепше по этому поводу припевку напишите, Голосуйте. кто здесь ведущий. Да. Кто ведущий, не Павел. ведущий, а кто совсем уж не ведущий. Да, извините, припевка. Может, мы с вами спробуем быть ведущими троих? Нет, может быть, вы Ладно, какую-нибудь коллабу Ні, замутите. давайте ось поспробуємо, почнемо. Ось, один питання, зараз ми. Вперед. Аленушка, у мене до вас питання. Да. Питання. Ви пончик доїдати будете? Вы хотите... Да, если можно, ну, да. там же есть Я, може, я что. ваш хочу. Все, питання скончились у мене. Ну, на этом мы скончаем сьогоднішню передачу «Годний двор». Внезапно Мартыненко уже не такой плохой ведущий, да, Да, ребята? да. Вось пишет, что у Тебя Ольги 200 баксов. волшебный альбом Так, стоп. аккордеонной музыки. У Ольги. Ольга в красном. да. И здоровский альбом народных песен с бабулей. Антон теперь просит размовлять на мове. Вот. Тросяночки лупите, коли ласка. Привет Девчонки, из Гомеля, больше репостов. Ладно. что? Девочки, примите третью, то бок мяне. Я навучена гульне на тарельках и маракасах. Я серьезно. Браво. Телефон покину ведущий. Я тоже хотел Это именно мне. этот вопрос задать. Девчонки, почему вас двое? Ведь в любой женской группе должно быть трое, должна быть блондинка и должен быть вот такой типичный лысый продюсер. Коли вы Когда вы собираетесь расширяться? Вероніка Рощина, вам Звертатися до мене. Зараз я термінова, автопродюсер. тому. термінова Вероніка Рощина, вам треба пафарбавацца у белы колер. Калі зробіце гэта, магчыма, у вас ёсць шанец трапіць У трэцяга. нас будет чернявая, белявая, третий Да. рыжий кучерявый. Бывают ли, ну вот вам пишут в личку в Инстаграме, типа, девчонки, возьмите меня в группу? Я... Только мужчины Я пишут. Мужчины пишут, Девчонки, возьмите меня. Расскажите тогда, За что... что-нибудь. А это же я писал, что вы мне не отказали? Что А ну самое- слухайте, у вас аватарка такая стоит, что я не познала. А коли, ну, Я-то Девчонки, сам что это знаю. самое Это был ужасное? кот Боджек, да. пишите. Что самое ужасное вам писали в Инстаграм? Ужасное в плане, ну там, я не знаю, А это какие ж там... так само не написал, пам'ятаєте, да? Да? Ну ладно, тут це Ладно, романтика, вот, да, вот, У да. нас за это Да. отказываю Олеся, бо я не читаю комменты. Мы тому- платим просто Павлу, Я пишет плохие пишу- комменты, как А Олег, это мерзкие комменты, да, это мой основной. Расскажи, принцип пожалуйста, мужчины подкатывают? Ну, як ви так говорите? К аристократкам мужчины не А, подкатывают, конечно. подъезжают только на мерседесах, как вы ведали. Это А. первое, конечно. Вы, Ну, вы я из по таких? 19 стагоді, ти бачиш, да, Белый Мерседес, я все. Так уже Ось. А так, конечно, ось пишуть, типа, штолки присилають, говорять, на споткання запрошую, ось кави вип'ємо з вами, порозмовляємо. Так, Ну, і іначе не буває. Слухайте, девушки, а калі-небудзь вас запрашалі пагадаць разам? Гэта па-беларуску гадаць? Ворожить. Варажыць. Варажыць, Так, і у нас запрашалі. Битва экстрасенсов писала, але их уже закрыли. Ага. Вось, так, я ворожила калісьці, я калядаваць хожу і люблю гэту справу, і таму мы сёння б хацелі вам поколедовать. нет, калядаваць мы не Паваражыць будзем, разам. паваражыць менавіта, таму што ні аднаму Православному человеку гэта в голову не прыйдзець. Так. Ольга, каб я ведала, куды ты мяне пазавеш. Вось, караці кажучы, нікому верыць нельга, і прыходзіцца проста спадзявацца на нейкія невядомыя сілы, і таму мы вырашылі хаця б паваражыць і даведацца, што будзе з То Беларусю ў наступным годзе. У нас сейчас будут самые настоящие гадания. И так как это прямой эфир, то год уже 2021, то есть что будет в этом году с Беларусью, правильно? Ну, не ў прошлом, мы тоже знаем, што было ў прошлом. Да, все мы знаем, что было в прошлом. Рассказывать не будем. Э, Та-да-да-да, та-та-та-та-та. Не, якая музыка повинна быть на... Что там, такая, что там, что когда такое? православные гадают? Что там играет? на Какой-то бэк- молодой чиган уже очистила шкарма. Ну, у нас так. Так, девчонки, вы Олесь, к нам давай. пришли со специальными свечками, да? Конечно. Мы подготовились, вот посмотри, пожалуйста, все по списку, что вы нам написали. 2 пиалы с водой, это вот весь Так, ваш... заважьте, коляска, свечки ручной работы, дам номерок. Серьезно, Это да? хорошие женщины. Мой дядуля изготавливают, это. да. Так, что мы делаем? Что мы робим? Вот мы глядите, тут уже есть воск, так? Я сразу хочу Тут предупредить, секунду, что у нас у нас все-таки серьезная организация, у нас есть ответственный по пожарной безопасности, это Елена Зуева-Цеховская, поэтому если пойдет что-то не так, нам всем конец. Поэтому я И очень вас ответственная за прошу, это Елена аккуратно, Зуева-Цеховская. аккуратно все тушите. Термос. Точнее, Мы вначале еще не запаливайте. запалили, а вы уже Да. говорите тушить. Вот Да. Пессимизм. мужчины... Бросайте. Ты Белорус. повинен распальвать огонь, распальвать. Калиласка. разумеешь, а не тушить. Як Уилл Калиласка. Смит каже, Вот так вядомый вот белорусский Беру и поэт. в лед белорусское слово использую. Калиласка. Ну, слухайте, як тут женщина? Глядите, запаливаем свечки, так? Давай. Я Одну? думаю, что, да, И другую. девушки, девчоночки. Сейчас наверняка же Давайте. кто-то И другую. за нами повторяет, поэтому Зажгите свечу это подругу. важно, какой рукой? Пробейте так. Правой, левой?
Да, правой рукой сяброўкі, самой нельга. Ну і калі вы гэтай рукой, можа, там, любімага абдымалі, то абавязкова гэтай, каб Памыйце яшчэ раз яе. паўтарыў. Спочатку помойте, как потом Три раза отдымали плюньте мимо, а на потом яе. починайте. Помойте Да. любимого. Любімы, нелюбімы, каранавірус ніхто не адмяняў. Памятайце аб гэтым. Так, значит, гадание от группы Запалили «Аристократическая свечки. бредность» в рождественский вечер. Рубрика «Аристократическая бредность». Калі ласка, калі Да. вы яшчэ падтрымліваеце гэтую цікавую традыцыю, калі вы варажылі, напрыклад, учора, так? Так. Напішыце ў каментарыі, што наваражылі. І як, і якім чынам вы выражылі? Потому што у нас раза былі в дзень розныя выражу спосабы, стабільна. але не ўсе, на жаль, дазволілі, таму што даўней, напрыклад, дзяўчаты выходзілі калядную ноч і выкідвалі абутак, і ў які бок паляціць абутак, у той бок выйдзеш замуж. Але нам не дазволілі тут кідаць абутак у вас усіх, таму, ну, такім чынам. Трымай. Да. Не, трошки вышэй, до 8 вось так, я думаю, что будет наибольш... Паша, напомнила тебе что-то из твоих опыта 15 суток? Вот это вот? Да? Это из опыта от 5 до 8 лет напомнило. Ну, Да. Трошки Я, ниже, как бы... кстати, недавно пересматривал как раз фильм Вспотел. «Криминальное чтиво». Там тоже, видимо, какое-то гадание было белорусское. да, Глядите. да. Калі вы сапраўдны арыстакрат, то вы будете вось так трымаць гэту ложечку. Пальчик абавязкова ў бок, мизинчик. А я, кстати, девчонки, вы, не знаю, заметили или нет, когда вы зашли, я сразу начал пить чай вот так вот, отодвигая мизинчик. Не в бок. заметили, бо камера там, я на вас часто гляжу. А я замужем, Добре. очень- гляжу на Очень ваши зря. У вас же что-то в ложках внутри. Вы объясните людям, а то, Это может, уже какие-то воск. заявления на Воск у нас нас пишут. внутри, Это так. воск. Это воск, Свечной воск. свечной. Вось, і А ёсць какой некалькі ещё? спосабаў. Не знаю, Рычной. Я Ёсць не пон- некалькі спосабаў. Можна, напрыклад, у лыжачку пакласці крыху воска, а можна адразу ўзяць свечку і просто О, гляди, жліць там яе уже у тебя і уже... капаць. Да. А у мяне неяк не так. Давайте я покапаю А зараз. это мы щас блюдце гад- с водичкой. Это мы сейчас гадаем на то, что ждет Ассистент, Беларусь пожалуйста. в 2021 Так. году, правильно? Конечно. Капай. Должны ли мы что-то при этом как-то Можно нашептывать? Мы должны молчать. Я знаю, что вам это будет сложно. Мы ўсё не можем тое, што хацім нашаптаць, таму просто молчыце і мысленно гэта ўсё у Так, неба давайте 5 адпраўляйце. секунд молчания просто, и кожны подумае. Ой, чорные капли капают у эту тарелку. Я сейчас расплескаю. Слухайте, так пахне смачно. Ну, точно пчелка потрудилась? Все, можно налить у миску? Да, я думаю, да. Так это только нам молчать, я так разумею. Мне что, что продолжать? Все, я лью. Так, тут уже у нас нешта так. Ой, Я думаю, мы зробім вось, гляди. Может, Гляди, трошки якая- выкидуть, ці ні? Так цудоўна, я уже бачу, я уже Я уже бачу але- нейкую смоленскую область. Я думаю, гэта добры знак Ні, для тут Беларусі. відавочна, абсолютно видовочно. Что, Да, конечно, бульба? это ж... Кто бы З глазками? сомневался. Ну что, ну Паглядзіце, калі что? ласка. Что чакае нас у 21 годзе? Ой, не дай Боже. У 21 годзе нас чакае Беларусь. незразумелы новый твар. так это же медведь. Может, нет, тут нос, А можно очи. поглядеть? Я Да, это- да, ну скажите, что это твар. Это же Стив Бушеми, нет? Нет? Погляди. Нет, это классно. Можете пачынаць уже размаўляць. А у цябе там Спасибо. Абсолютно відавочна, што нас чакае штосьці новае мужчынскага пола. Гэта Ужо вельмі можна добра. было. І глядзіце, тут толькі нос, больш нічога няма. Твар чисты, ні барады, нічога больш. Давайте объясним Зверните людям, увагу. которые, может, не знают Гладенький. белорусского языка, что Гладкий. твар — это хорошее слово, это лицо. Ну, глядите по тем, який твар. Ну, конечно, конечно. Так, это значит, давайте, первая половина 21 года. А что же нас ждет во вторую половину 2021 года? Ну глядзіце, тут нейкая утачка, вось у яе такая Не, голова. Ці надо гэта показать. Паўлін. Надо Паўлін, ён вельмі прыгожы, без Покажите. хвоста, глядзіце. Вот такая вот штуковина. у Паўлін нас. без хвоста, але з прыгожай галавой, ён вось плывець па озеру. Ничего, что... Бачыце? Ничего, что і я ножка затронусь. тут такая. Может, не исполнится? Ну, не знаю. Вот такая штука, вот такую мы нагадали. Мы всех короче, поздравляем. вот с этим. Короче, Усё это понятно. ж треба, ну, тлумачить, да, когда вот я вот Конечно, нагадаю, да. давайте Я тлум- поэтому, да, говорю, значит, в следующем году нас ждет симпатичный новый мужчина с одним носом, который будет еще разводить павлинов, наверное. Конечно, у него крупное поскольку лицо. У него само, поскольку, да, лицо крупное, но есть только нос, то есть рота нету. Поэтому павлины будут тоже без хвоста, и, видимо, на этом ноу-хау наша экономика наконец-то поднимется. Конечно. Да? И поэтому вот замечательные павлины без хвостов. Кому нужны павлины с хвостами? Давайте будем честны. Это Да. 17 век. Да. Благодарим вас как-то за- так, да, дякую. За тлумачэнне. А вось гэты Паўлін.
гэта Да. вось яны будуць разводить. Гэта на шчасце, естественно, для Конечно. нашай краіны. А паглядзіце, колькі дзяцей у яго нарадзілась. То есть мы будем яшчэ і шчасце ўсім навокал дарыць. там просто несколько капелек плавает, то Ну что что вы, не это очень... вообще-то Ну, дети. дети в самом старте примерно так выглядят. Ну, с самого старта, самой Ну, маленькой. я человек семейный, мне это откуда знать? Ой, Вось такія цудоўныя у нас атрымаліся вынікі. усё будзе добра, усё Мы будзе только добра. что погадали вместе с группой «Аристократическая бледность». Если что, если вам не понравится 2021 год или что-то не исполнится, то в личку «Аристократической бледности» все ваши претензии, пожелания, ну и, собственно, любые слова. Это «Годный двор». Мы в прямом эфире на Ютубе. Ставьте лайки, кидайте донаты, подписывайтесь Донаты, и... подожди. Да, Засадите. и... Что засадите, что? Засадите ўсе свае лайкулі нам. І у нашай падпісюлі. і падпісюлечкі, ўсё. Это сейчас так молодежь говорит, да? Да, Засадите я сама лайки? придумала. Шеринги, слухайте, у меня гэтых идей. Прикол. Ну что, продолжая тему молодежи. Продолжая тему молодежи, мы хотим запросить до нас у гости На наш праздничный самый выпуск. что ни на есть молодежный гурт. Молодежный, так? Наконец-то, молодежь. Группа «Земляне». Ну, это в Паше Аракеля на голове молодежные гурты так выглядят. З великим задовольненнем знайомим вас і не знайомим, а так само просто запрошаємо у гості до вас, дороженькі, і до нас гурт. Ну, я вижу, что Лена просто забыла, как называется. Она тянет время. Давай, вспоминай. Я пам'ятаю, Вспоминай. Вел. Это, ребята, на секундочку, Привет, победители отбора на Витаю, Евровидение от Беларуси. Ти там І- оставайся, Антон, посунься трошки. Да, я с Вітаю. удовольствием. Добрый Еще вечер. Олеся, можно вас еще немножко подвинуть? Конечно. Прекрасно. Итак, у нас в гостях часть группы Well. В лице здесь мне уже на руке не надо ничего читать, потому что у меня для этого Потому есть что ты бумажка. знаешь. Да, Валерия и Влад. Мы вас, ребята, рады видеть, мы вас приветствуем. Всем привет. Если, тоже если рады. вы отправляли, как голосовали на Евровидении, смс-ками? А смс-ки были звонки. Да, на белорусском отборе. То и другое. То и то было. Ребята, если вы писали, если вы звонили, голосовали за группу Well, а победил кто-то другой, нет, победили как раз-таки они, то напишите нам, пожалуйста, если помните и любите эту группу, знаете и цените. Потому что мы, ребят, очень любим, но вот хотели бы обсудить этот момент. Любим ли мы их? Нет, Любви, да? как, Момент что, Какими способами? Как любим, что да. у нас с Евровидением? Вот это мне интересно. А что в этом году, даже Ну, в этом году отменили Евровидение, ну, в 20-м, правильно я Да, помню? да. Ну, был просто концерт, посвященный Евровидению, где показали все те же номера, то есть ничего нового там, в принципе, Ага, не было показано. ага. Но в этом году будет Евровидение. Ну дай бог. И по ну, вы еще ничего не решили, Нет, да? может быть, вы нагадали там, знаешь. Ага. Вот как-то на Тоже Евровидении гэты не твар гадали. быў Гэта менавіта лицо твар без- таго, хто без будзе автата. тварам Беларусі на Еўрабачанні. Кстати, вы вообще следите за отборами, следите ли за конкурсом Евровидения, нравится ли он вам в принципе? Честно говоря, не можем сказать, что мы прям вот поклонники самого конкурса, но если песня хорошая и артист интересный, классный, то, конечно, мы тоже его положительно оценим. Ну, мы считаем, что раз вы группа, которая победила на отборе от Беларуси, но не поедет на Евровидение, ну, такая типичная белорусская ситуация. Победили, но ничего за это не получили. Мы хотим, чтобы вы... Хорошо, извините. Мы хотим... Лена, Пробачте, може продолжи, нас пожалуйста. солькою возьмуть на Євровидение? Это был лепший момент, да? Да. З усіх. Мы просто мы Не придумали, зря вы его мы кормите, придумали конечно, такую своими игру пончиками. для победителей отбора от Беларуси на Евровидении группы Well, чтобы вы выбрали артистов, которые, собственно, поедут в следующем году. Артисты должны быть, кроме того, что белорусские, они должны вот за последние там 3-4 месяца выступать во дворах Беларуси. А можно вопрос? Вы прям гарантируете, что именно этот артист, кого мы выберем, вот Нет, он поедет? Мы надеемся, Да? что вы Вдвоем. гарантируете. Мы гарантируем, Да. но мы очень постараемся. Просто друзья, на очень. ваш вкус мы будем предлагать вам пару артистов. Вы говорите, кто из них вам больше нравится. Давайте начнем. Да? Лен, Да, давайте починаць. поехали. Добра. Значит, Вось ёсць у нас вось такія два варыянты. Гурт Рэха і гурт які, Антон? а это гурт, который приходит на все возможные телевизионные ютубовские шоу в Беларуси, кроме проекта «Годный двор». Это Нискис. Нізкі прывітанне перадаем. Ну А што, скажите, у нас какой кастинг? Визуальный или музыкальный? што падказвае вам сэрца? Ваше сердечко. Погадайте, да. Ну. Ну вот мы и с теми, да, немножко знакомы. Да, замечательные ребята.
Ну давай. Кого берем? Давайте Нискис. Нискис. Нискис остаются. Переходите выбор, у потому финал. что это кинданс Тихо, черный, да? трапляя, куда там, Вот смотрите, да? вот Я беру это ваш Текиндан. двор, ваш этот вот. Это вот убираем. ваш годный двор, да? Отдайте Рассадник ей этого вот. Текиндан, наверное. Вот это вот. Реха, вы Расизм вот этого, да. Такого не запомнили, будет да? в Новой Беларуси. Нет, ни в коем случае. Так, Вы выбрали добро. Конечно. такие Следующие две группы. Здесь будет невероятно сложный выбор. Просто Ну, разрывается глядзіце, вось сердце. мутнае вока, альбо гэтая прыгожая вельмі дзяўчынка. Завуць яе Святлана Бень, Бенька. якая, дарэчы, выступала, я думаю, што ва ўсіх бадай дварах. Ну, Ну давайте для разнообразия, да, выберем девчину, да. Как бы она такая немножко сия, Прямо немножко... мысли Немножко белорусов сия. в августе Света, 2020 я маю года. надеюсь, что ты нас Компенсация чуешь была за зараз. Андруся. Ты прям понимаешь, как уже это вот эта демократия-то наступила, и начинается. Не, ну вот, когда женщины, белорусы- мы снова Когда ущемленные, белорусы мы говорят фразу гетеросексуальные «давайте для молодые разнообразия мужчины, да. выберем женщину», Да. это обычно заканчивается очень У хорошо. нас на хате также говорили, но разнообразия не Так. было. Увага. Следующее. Зараз. Паша Аракелян и кто там вторая девушка? Пиар. А, это не Паша Аракелян, извиняюсь. Это Это Михаил Помидоров. Графович Салтыков-Щедрин. Нет, это Александр Помидоров. да. Помидор, да. Ну давайте Ну что? брутального мужчину. попробуем. Брутальный мужчина, Да. думаете, мае шанец на Євробаченні? Добре? Да, чому ні? Так, добре. Так. Так. И, наконец, последняя пара. Да. Обязательно учтите, что одна из этих групп была у нас в программе, если это как-то влияет. Да, ну, гэта вось гурт РСП. Разбитое Альбо? сердце Ну, пацана. прямо а-ля Дэвид Боуи такой Альбо стайл. Лейбоник. Визуальный, очень прикольный. Кого берем? Нравится. Я маю надеюсь, что я правильно РСП. РСП. веду их. РСП, добре. Отлично. Все, у нас, значит, Визуал сейчас в этот будет раз. полуфинал. Давайте выбирать из тех, кто у нас прошел по кастингу. И напоминаю, это группа Well в прямом эфире. Люди, которые выиграли отбор на Евровидение и не поехали туда. Теперь Так. они выбирают ту группу, Помидоров точно и- поедет туда следующий, да. Да, давайте, РСП или Александр Помидоров? Кто брутальнее? Давайте, конечно же, вы. То есть Помидоров Почему едет. вас нет в списке? Вопрос. Что за действительно. Я уже дискриминация? есть в стольких Где вообще списках, другие что, пожалуй, группы? хватит Где на сегодня. джазовые? Где попсовые? Да, то есть, ладно. Выбирали тых, хто Сейчас больш меня за ўсё понесет. удзельнічаў Це демократія, у да, дваровых действительно. канцэртах, бо мы ж годны двор. Да? Девчонки и мальчишки, кого? Ну, для Евровидения, да, давайте РСП. РСП проходит в финал. Так. И в полуфинале встречаются группа Нискис и Бенька. Вот, давай ты. Я выберу Нискис, вот. Классно, ребята, нравится очень музыка. Больше знакомы, Кстати, честно скажем. я с уверен, что музыкой если бы сейчас ребят. провести отбор на Евровидение, и вот из всех белорусских групп, то в финале были бы именно Нискис и именно группа РСП. Это Видите, сейчас... как мы довольно правдоподобно, да, это делаем? Нет, если бы вы отсутствовали в финале, разумеется, конечно, ребята. Так-то вы всех, в принципе, выиграли уже. Кого? Отправляем на Евровидение от Беларуси. Валерия, Группу ваш хват. «Разбитое сердце пацана» или Нискис? Давай. Нискис. Так. Так, Нискис, мы думаем. Нискис. А можно? Але, як у Та нас теперь бывает у нас- всё-таки? А можно объяснить? Что теперь? Объяснить Нет, результат? нет, Вот, подождите. Победитель теперь Увага. будет. У А нас теперь супер игра. супер игра. У нас есть артист, который идет вне конкурсной программы. Просто понять А нас... вот он по блату появился Да, здесь? настолько ли вы хотите отправить Нискис именно на Евровидение? Если бы надо было выбирать между Нискис Или и Левоном Левоном Вольским, которого мы надеемся увидеть в нашей программе очень сильно. И которого, конечно же, не увидят. Но Ну, конечно, важнее всего всегда песня на Евровидении. Поэтому вот хотелось бы послушать песни, а потом выбирать. ну, действительно, Ну так, для начала. Хотелось бы кто-то не услышать слушал ваши песен песни в Леона конце Вольского. концов, да? Вот, Левон Ну, имеется в виду Вольский. песни для Левон Евровидения. Там Вольский. я надо говорил новое Левон, написать. что есть такие Ну, люди. давайте уже как-то. Кого берем? Я не один. Нискис или Вольского? Мне кажется, надо дать шанс ребятам. Молодым. Надо- То есть да, Вольский да. победил. Вольский есть, да? Мы зробили все, что могли. Да. Ну все, если Левон Вольский откажется Можно прийти к нам в победителя программу, то объявить? это из-за вас. Можно объявить победителя, да? Давайте. Я прямо... Значит, результатом народного голосования старого доброго белорусского на Евровидение едет гурт Вольский. Всебелорусского народного. именно. Вот Ура! так у нас всегда с выборами, понимаете? А выбрали-то Нискис, а не Вольского. Ну, Ребят, да, спасибо нет, ну, огромное. Там была А, ситуация долго. Мы хотели еще раз и напомнить, и передать привет белорусским музыкантам, которые выступали не только перед там, какими-то стадионными или клубной аудиторией, а выступали перед нами, обычными людьми. Все крутые группы.
Им большущий привет. И исполнительницы там были. Если вы их видели, если вы их слышали, ну, давайте просто вспомним и мысленно их поблагодарим. Да, падзякуем ім і таксама для нас будзе вельмі прыемна, калі вось вы таксама ў нашым двары сёння заспяваеце. З задавальненнем Вялікі вас дзякуй. С слухаем. удовольствием, да. Давайте мне микрофоны, ребята. Я в конце ваших выступлений вот так вот их брошу от вашего лица, если вы не против. Ну что, в прямом эфире «Годного двора» группа ВЭЛ, победители отбора белорусского на Евровидение. Если бы не обстоятельства непреодолимого характера, то именно эти ребята представляли бы нашу страну. Кстати, а где? Где должно было быть Евровидение в этом Кстати, году? где наша страна? Где? В Роттердаме? Я думал, это прикол такой. В Роттердаме. Ну, не так, как Германовичи, Так, так. конечно. Нарешті. Но тоже неплохо. Роттердамовичи. Раз, два, три, четыре. Это было. Раз, два, три. Технические неполадочки, друзья. Настраиваем микрофон. Можно сделать так и поддержать нас. Раз, два, три. Все. Учора здавалося, все починалося, так атрымалася, аднялі цябе, смакаем трымаючы, чакаем трываючы, моманты ў памяці, усе пра цябе. Не маўчы, боль як я, сапраўды, всё на жаль, скрозь слязу у вачах, разам мы знікне страх. Думками, марами, дурными справами, звычками сталыми, свой тратили час. Надею губляли мы, бой вертали мы, у паняверку падали и чакали адказ. Не маўчы, боль як яд, сапраўды, усё на жаль, скрозь слязу у вачах, разам мы знікне страх до конца. Не маўчы, боль як я, сапраўды, усё на жаль,
Дякую, Дякую, всім. Октябрь. Тут на самом деле так холодно на площадке. Ух, просто весь Мерзнут дрожишь. почки. Ну, давайте вместе разогреваться. Вот сейчас наши дорогие музыканты нас разогреют. Как следует. К нам присоединились Павел Орлов, это наш басист, Ян Сапьега, сегодня он на кахончике, наша супер бэк-вокалистка Ксения Андреевна. Мы вас очень любим, спасибо, что вы с нами. Давайте создадим какую-то атмосферу прекрасную, теплую. Когда твердят нам, что вечно неправы, мы доверяя станем сильны. И лишь поняв, что себя потеряли, откроем дверь и услышим их крик. Кто, несмотря на боль, рядом быть хочет и так отчаянно жаждет помочь. Твоя душа внутри знает, что кто-то верит в любовь, несмотря ни на что. Где же ты? Где же я? Все вокруг пустота. Через боль и печаль мы начнем все с нуля. Как быть, когда тебя переполняет, но нужных слов никак не найти? Момент удобный все не наступает, и вдаль уносятся дни и часы. Но тем не менее ты замечаешь, что наша цель в этой жизни одна. Когда по взгляду без слов понимая, Мы отыскали друг в друге себя. Где же ты? Где же я? Все вокруг пустота. Через боль и печаль мы начнем все с нуля. Где же ты? Ну где же ты? Где же я? Все вокруг пустота. Через боль и печаль мы начнем все с нуля. Пока не поздно, скажу тебе, знаешь, нет лучше чувства, чем снова на миг хоть раз попасть с тобой в тихую гавань и оторваться вдвоем от земли. дякую. Дякую, сябры. У вас тут очень тепло. Да, мы согрелись. Спасибо тем, кто за кадром, ребята. Спасибо, что вы делаете этот проект. Спасибо тем, кто нас смотрит онлайн. Да, Новая Беларусь приносит очень крутые проекты, на самом деле. Это только начало. Ну, а теперь споем вместе довольно, наверное, известную песню. Она называется «До видна». Сегодня мы все играем в акустике. Очень так у нас по-домашнему сегодня, можно так сказать. Гитарка. Мгм.
заплетала в осень ясно косами, да расплела, заплутала, як зима, замятая стежки поздние собой добила, запытала. Ой, на что мне той, кого не выбирала? Ой, заблытала, да видна, ночка темна, таямницами, шерстью полна. Да видна, засталась не одна. Да видно, в острый месяц нас одна. Да видно, в острый месяц нас одна. Да видно, засталась не одна. Не моя вина, засталась не одна. Ой, як мала, молоденькая уділка ти побила. Ой, як рана, ружа белая, кому ты так видеть пошла? Ой, ты мама, а ой, что мне ты кого не выбирала? Заблыкала, да видна, ночка темная, таямницами, шерстью полна. Не моя вина, засталась не одна. Да видно, засталась не одна. Да видно, а в острый месяц нас гадал. Да видно, в острый месяц нас гадал. Да видно, засталась не одна. Не моя вина, засталась не одна. Засталась не одна. Дякую. Ви не одні, Дякую, ми з вами. сябри. Ми разом до кінця. Я не знаю, показывали ли в эфире наши с Пашей танцы, но, ребята, ну там 5-7% вашего успеха было сконцентрировано здесь, девчонки здесь Мы вас очень танцевали. любим. Спасибо огромное. А мы Это вас. группа «Вал», которые, я уверен, поедут еще на Евровидение. Я надеюсь, от Беларуси. Тут я видел в комментариях в прямом эфире у нас спрашивали, как зовут девушку в красном. Ребята, стыдно. Стыдно после часа общения не выучить, как зовут девчонок из-за аристократической бледности. Еще раз, внимание, значит, в красном Оля, в черном Олеся, аристократичная бледность. Мы вас любим. Огромное спасибо, что сегодня к нам пришли. Дякую, Павел. Я ёсць, ці чутно мяне, не ведаю. Так? Павел Аракелян. Паша Аракелян, да. И без бумажки сказала, дякую. Ну и, девчонки, Оля, Олеся, нас, пожалуйста, с Леной тоже представьте, чтобы не забыли зрители, кто ведущий сегодняшней программы. Лена. И... Какой-то противный чувак, да. Такий класний вообще. Самый незабываемый мужчина сегодняшнего Лепший вечера. ведущий країни. Антон Мартыненко. Спасибо. Спасибо. Гурт Ребята, огромное Вэлл. спасибо. Гурт Вэлл, дзякуй вялікі. Дзякуй за гэты святочны настрой. Дзякуй за тое, што вы сёння з намі і што вы заўжды з намі, а мы з вамі. Яшчэ раз хочам павіншаваць вас са святам Раства Христова, якое менавіта сёння, вялікае свята. Гэта Мы цудоўна. віншуем вас з калянамі. Ну, говори уже, давай. Усім вялікай любовки, любовеньки. Каб вяліся вас цялушкі, куранята сіні птушкі, каб ваші бараны бекалі, лявечкі мекалі, каб усё у вас было, нічога вам за это не было, жывіце ў раскошы, майце торбу грошай
Каб пілося, елася, і яшчэ больш хацелася. Даражэнькія жэўжачкі. Собственно, это был «Годный двор». Через неделю новый выпуск, новые гости, старые ведущие, что бы там кто ни говорил. И большое спасибо, что с нами. Ставьте лайки. Если есть возможность, задонатьте нам чего-нибудь, потому что у нас кружки заканчиваются фирменные. Хотелось бы еще А прикупить. воображаемый чай давно уже. Да. Дзякуй вялікі, гэта годны двор. Наступным разам абавязкова далучайцеся таксама да нас. Любім вас, усяго вам найлепшага. Спасибо. Да новых сустрэч. А что это за...